День клонился к закату, и мир погрузился в завораживающий, восхитительный, таящий в себе множество чудес вечер. Настало время волшебства, приключений и веселья. И посумерничать в детской библиотеке собрались юные алданцы и их родители. Гостей ожидали игры, конкурсы и викторины. А вниманию любителей искусств был предложен концерт. Словом, забав и развлечений хватило всем. Так как мы за любое движение с детьми, мы собрали большую часть детей робоклуба, потому что то, что сделало Министерство культуры в лице Алданской библиотеки, ее руководителей, это что-то невероятное. Это просто... Я хожу, у меня детский восторг, радость. Это надо чаще, потому что дети вживую общаются, никаких телефонов, все руками, с этими сладкими булочками. Это здорово, честно. Огромная благодарность, низкий поклон. К всероссийской акции «Библиосумерки» Алданская детская библиотека в этом году присоединилась впервые. Подготовка к вечеру, обещавшему стать самым волшебным в году, началась задолго до праздника. Сотрудники библиотеки разрабатывали сценарий, продумывали тематику работы площадок и подбирали игры для гостей всех возрастов. Конечно, очень волнительно. Готовились всем коллективом с нашим директором Татьяной Ивановной Ефимовой. Она у нас вообще самый главный человек. Все друг дружке помогаем. И очень было сложно, если честно. Первый раз очень сложно. Ну, теперь каждый год будем проводить, естественно. В объявших библиотеку сумерках хозяева поняли, что волновались и переживали они зря. К воплощению задумок присоединились творческие коллективы и учащиеся детской школы искусств. В музыкальных и хореографических номерах юные артисты воплотили гармонию прекрасного. Нет, вообще форма очень интересная. Когда Татьяна Ивановна нам предложила, директор библиотеки, эту форму, да, мы сразу поняли, что библиосумерки – это наша форма работы, потому что именно она детская, подростковая. Вот, для библионочи, может быть, мы еще немножечко не созрели, а вот для библиосумерк в самый раз. Мы, конечно, будем очень рады, если нашим алданцам юным в том числе понравится, и на следующий год нас вновь пригласят посотрудничать. Самые маленькие гости погрузились в мир сказок. На младшем абонементе происходили настоящие чудеса. Герои любимых книг оживали и увлекали маленьких друзей в захватывающие путешествия. Детишки с интересом знакомились с народными традициями и укладом, пробуя силы в самых разных задачах. Издавна вообще русский народ славился своим гостеприимством, и мы тоже рады встретить всех наших гостей. В основном, конечно, у нас это детки. Мы поговорили о матрешке, поговорили о русской посуде, о самоваре. Да? Детки разгадали ребус, мы испекли блинчики. Как и встарь, на гулянках детишкам полагались сладкие леденцы, конфетки да бараночки. Призы в лотерее ожидали всех, но с непременным условием. Сначала нужно было разгадать загадку. Мы пришли сюда с младшим сыном. Очень интересное мероприятие «Библиосумерки». Мы впервые на таком. Мы побывали на мастерской, где конструируют воздушные шарики. Сделали аэрогрим. Дети все очень довольны, счастливы. Ведущие отмечали, что маленькие читатели хорошо знакомы как с устным народным творчеством, так и с традициями и обычаями, кои передаются из поколения в поколение. Ребятки молодцы. Вопросы мы подготавливали не очень сложные, потому что сами понимаем, какой будет возраст. Но они очень знают, хоть и маленечко, но культуру, да, нашу русскую, поэтому дети у нас молодцы. В соседнем зале ребята постарше с энтузиазмом осваивали всевозможные искусства и ремесла. Разного рода премудростями с юными гостями делились настоящие мастера. Так Ольга Федорова дала мастер-класс по вязанию «Волшебная петелька». Под руководством Ольги Васильевны ребята осваивали вязание из мягкой пряжи с уже готовыми петлями. Таким образом, дополнительных инструментов юным мастерам не понадобилось, а шарфик или накидку можно было изготовить менее чем за полчаса. Я показываю элементарные петельки, как можно узор, как бы базовый такой. Ну и кто-то есть дети, которые умеют вязать, уже рисунок можно освоить. Юным алданцам мастерица показала, что связать и сплести можно любую идею, а в качестве доказательства представила изготовленное своими руками кресло. Над ним Ольга Васильевна работала в течение 3 недель. Я вообще с детства вяжу. Раньше носочки вязала, потом
дети пока маленькие были, ничем не занималась. Потом стала развиваться как-то, стала простые игрушки вязать из пряжи, ну, из плюшевой пряжи. Потом стала из махера вязать. Появилось очень много в интернете информации. Вот, пледы, плюшевая пряжа. Все. Интересуюсь, развиваюсь потихоньку. Чуть поодаль гости погружались в славянскую культуру. Под руководством учителя технологии Любови Кокшеневой мальчишки и девчонки мастерили зайчиков на пальчики и сувениры на счастье. Также Любовь Евгеньевна рассказала ребятам об истории славянских кукол. Вот она называется «Девка-баба». Это девушка, она как игровая, дети играют, девушка выросла и превращается она как бы в бабу. Видите, девка-баба такая вот. О славянских куклах Любовь Евгеньевна знает массу интересного. Первоначально обереги и амулеты не являлись игровыми атрибутами. Самодельные фигурки были призваны защитить от лиха, укрепить здоровье и привлечь удачу. Все куклы, они предназначены для чего-то. Не просто так они делают. Даже вот если вот эта зерновушка, она делается по осени, не просто вот ее сделали и подарили, а это зерно остается до весны. Весной ее вскрывают и эти семена высаживали. Изготовлением оберегов Любовь Евгеньевна увлекается много лет. А в 2019 году она была удостоена почетного звания «Мастер народных промыслов Якутии». В «Библиосумерках» рукодельница представила лишь совсем небольшую часть своей богатейшей коллекции. Это вот желаница, то есть желание, загадываешь желание, привязываешь какие-то ленточки, когда исполняется желание, ее крутишь вокруг себя. И обязательно награждение какое-то. То или сережечку какую-то повесить, то какую-то пуговку ей, то есть отблагодарить. Мои дети в восторге. Мы очень любим посещать мероприятия, социокультурные мероприятия нашего города. Всегда благодарны за организацию. Вот этот опыт у нас в библиотеке, на площадке детской библиотеки впервые. Мы очень довольны, здесь очень атмосферно. Помимо того, что здесь очень весело и интересно, это очень познавательно для детей, потому что здесь они имеют возможность получать новые знания. В соседнем кабинете, который при свете дня является взрослым абонементом, раскинулась лубочная мастерская. Преподаватель изобразительного искусства Ирина Павлова учила детей и подростков изготавливать особенные открытки. Яркие, выразительные и совсем несложные. Параллельно творческому процессу педагог рассказала ребятам об истории и основных чертах лубочного искусства. То есть на ярмарках всегда сопровождалась игра, какие-то там звери, события какие-то происходили. Мы предложили детям вот создание такой открыточки. Она сделается очень быстро, ну как быстро. Ребятишки справляются 10-15 минут. То есть вот последовательность ее такая. И будет на память об этом вечере с пожеланиями, с такими вот интересными. Бесталанных учеников у Ирины Дмитриевны в этот вечер не было. Шедевром стала каждая выполненная открытка. Ну вот ребятня все справились, по-моему. Даже самая маленькая девочка, тут 5-летняя была, быстренько нарисовала. Повышенный интерес как у детей, так и у взрослых вызвал мастер-класс «Волшебные шарики». Мастер-класс по аэродизайну ребятам дала Зиновьева Екатерина Владимировна. Она работает в школе учителем математики. Моделированием из воздушных шариков занимается более 10 лет. При определенной доле сноровки и старания, помноженной на фантазию и креатив, обыкновенный воздушный шарик может превратиться в то, что душа пожелает. Собачки, потом цветочки, мы сделали еще зайчиков, и мечи у нас сегодня, вот мечи на первом месте. В запасе у мастерицы было несколько сотен шариков, и к концу праздничного вечера почти весь резерв иссяк. Впрочем, создать ту или иную фигурку оказалось совсем непросто. Но есть дети, которые сразу начинают крутить и что-то придумывать, делать свое. Конечно, еще там что-то бесформенное, но уже, значит, с этого ребенка получится человек, который будет крутить шарики. Очень интересно. Сын сходил на мастер-класс, сделали собачку. Сейчас очень заинтересовал его спектакль. Сидит, смотрит, уходить не хочет. Очень интересно все.
Праздник, задуманный для детей и подростков, стал семейным. Мамы и папы, бабушки и дедушки с огромным удовольствием участвовали в конкурсах и мастер-классах. А многие ребята приняли решение совершенствоваться в том или ином виде творчества. Очень радует, что очень много детей. Дети приходят с родителями. То есть это мероприятие даже семейного, будем говорить так, характера. Вот. И замечательно вообще. Веселье вечера захватило и детей, и взрослых. Покидать праздник не спешил никто. Не явился проблемой и пропущенный ужин. Хозяева приготовили угощения для всех. Для многих гостей библиотечные сумерки явились самыми необычными и удивительными. Но они загадочные. Даже мне, взрослому человеку, интересно в детской библиотеке побывать, посмотреть эти подготовленные мероприятия. Сумерки бывают разными – гражданскими, навигационными и астрономическими. Поэты называют это время суток наиболее романтичным. А библиосумерки стали порой активного действия, созидания и познания. Детвора с петушками во рту, бегая с глазами на выкате, вот с такими собачками, которые их тут учат делать. Детвора довольная, радостная, и им хоть каждый день. Вот, я думаю, лучше занятия для детей не придумаешь. Да, конечно, это очень полезно, потому что можно чему-то новому научиться. Во-первых, это в библиотеке происходит. Можно и книжки взять, почитать, посмотреть. Самая главная ценность, скорее всего, для детей, да, что это на базе детской библиотеки, потому что здесь дети знакомятся с книгами, помимо мероприятий, смотрят, да, благодаря такой атмосферной обстановке будет желание вернуться сюда вновь и вновь. Библиосумерки растаяли во мгле, оставив трепет радостного восторга. Вечер предварил полюбившуюся алданцам библионочь. Столь же волшебной и яркой для книгачеев станет последняя пятница весны. В Алданской библиотеке имени Некрасова детей и взрослых вновь ожидают захватывающие приключения и невероятные чудеса.